В прямом эфире телеканал «Якутия-24». Вы смотрите выпуск «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите сегодня. Амга против стихии. Егор Борисов встретился с жителями Амгинского района, пострадавшими от паводка. Детали состоявшейся беседы и какие приняты решения. Недетские цены на детские сады. Появились сообщения о повышении тарифов за пребывание детей в частных детских садах до 10 тысяч за ребенка. Родители негодуют, насколько правдивы эти слухи. Спасибо за победу. Накануне с 9 мая повсеместно поздравляли творцов Великой Победы. Ветеранов в Хандыге дома чествовали 92-летнюю Ирину Баженову. Она служила на Амуре. Выявить раньше, повысить шансы. Эпидемиологи Алданского района предлагают работодателям обязать сотрудников сдавать анализ на ВИЧ, особенно приезжих с других регионов. Мне бы в небо. В Якутске открыли парашютный сезон. Опытные и начинающие экстремалы совершили первые прыжки в этом году. Как готовились и как прошло? Главная тема недели – небывалый паводок в Амгинском улусе. По всему району подтоплена 241 дворовая территория, на которых проживают 658 человек. Факт потопления наблюдается у 150 жилых домов. Также подтоплено 6 социально значимых объектов. Как сообщает единая диспетчерская служба района, уровень воды у села Амга час назад составлял 1078 сантиметров, что на 1,5 метра выше критического значения. С жителями Амгинского района, пострадавшими от наводнения, встретился Егор Борисов. Речь шла о доставке лекарств, продуктов, питьевой воды и нефтепродуктов и вопросах возмещения ущерба. В данную минуту наши корреспонденты работают над этим репортажем. В течение выпуска обязательно вернемся к этой теме. Особое внимание уделят выплате пенсий в Амгинском районе. Пенсионный фонд по республике сообщает, что доставка пенсий и иных соцвыплат за май месяц жителям района выдадут в полном объеме и в ускоренном режиме. Паводок теперь грозит и в селе Мындагай-Чурапчинского улуса. Там ввели повышенный режим готовности. Причина – скопление льдин в русле реки Амга. 18 жилых домов расселили по родственникам и в пункт временного размещения. Также в наследие запаслись продуктами питания и необходимыми медикаментами. Вода постепенно продолжает прибывать. По последним данным, уровень воды составлял 12 метров 70 сантиметров, при критической отметке 13 метров 50 сантиметров. Подтоплению подлежат 18 домов, и поэтому все жители, все имущество эвакуировано в безопасное место. Но мы при большой воде полагаем, еще будем расширять перечень подтапливаемых жилых домов до 25. В данное время вот с участком, значит, без у нас прервала дорога, и поэтому, значит, организовано там пост, который перевозит, значит, население с того берега и в этот берег. Что касается движения льда на реке Лени, то нижняя кромка ледохода добралась до Хангаласского района. Об этом сообщает Ленское бассейновое водное управление. Лед находится у села Исит. Ну а на реке Алдан от Тамота до села Усть-Мая ледоход различной интенсивности. На Вилюе он находится в районе Нюрбы. А вскрытие реки Колыма ожидается 18 мая в районе Зырянки, 22 мая в районе Среднеколымска, ну а 30 мая в районе Черского. Ну а накануне ледоход миновал Алекминский район. Ситуацию на месте мониторила бригада МЧС. Подробности у нашего корреспондента Елены Фаст. На 10 мая активная фаза ледохода находится в Алекминском районе. Нижняя кромка ледохода в районе села Харинцы, верхняя – села Мача. Практически на всем протяжении отмечен густой ледоход и навалы льда. В районе сел Чапаева, Мача и Дильгей ледоход редкий. И на всем протяжении ледохода уровни воды ниже критических. 10 мая в 3 часа ночи было отмечено повышение уровня в районе острова Кылах. И в районе Кылаха, и в районе Алекминска. Сегодня ночью ледоход остановился.
3 часа ночи. И вот до 3 часа практически он до 7 часов утра простоял на всем практически протяжении от Алекминска и ниже. Но это было обусловлено тем, что низкие немножко были уровни и похолодание было ночью. Но на сегодняшний день в 7 часов утра ледоход сейчас с большой интенсивностью идет как и в районе Алекминска, так и ниже. Поэтому я думаю, сейчас угрозы пока в ближайшее время подтоплению в Алекминском районе мы не прогнозируем. В целом, к контролю и реагированию по прохождению ледохода готовы ответственные службы. В предпаводковый период проведены все необходимые мероприятия. На сегодняшний день, я хочу сказать, группировка на территории Алекминского района подготовлена свыше 1000 человек, 120 единиц техники, 24 плавсредства. В целом, Алекминское звено Якутской территориальной подсистемы РСЧС готово к предстоящему контролю и реагированию на ледоход на территории Алекминского района. Вниз по течению у населенного пункта Урицка и Санехтат сейчас наблюдаются подвижки, уровни с небольшим промежутком начинают расти, поэтому в ближайшие сутки мы там тоже прогнозируем ледоход различной интенсивности. Но тем не менее я хочу сказать, оповещение населения проводится, администрация в данном направлении организовала данную работу на хорошем уровне. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Не успеют якутяне побороть паводок, как наступит еще и пожароопасный сезон. В Ленском районе объявлен режим готовности к тушению лесных пожаров. Особо внимательно будут бороться с человеческим фактором. Так, за разведение костров в неположенных местах в лесу может грозить административная и даже уголовная ответственность. В районе сегодня проводят и внеплановые проверки населенных пунктов, расположенных вблизи лесов. Работа продолжается и будет проходить весь пожароопасный период до середины сентября. Сегодняшний день проводятся рейды по Ленскому району совместно с сотрудниками МЧС, МВД и лесхоза. То есть там лесные инспектора тоже с нами ездят и, соответственно, проверяют людей на то, чтобы люди не разводили костры, потому как снежный покров оттаивает, то есть костры разводить в лесу уже по закону нельзя. Сегодня в социальных сетях появилась информация о повышении цен на перевозку воздушными подушками по маршруту Якутск-Нижний Бестях до 1500 рублей. Это оказалось неправдой. Наши корреспонденты на месте уточнили у перевозчиков, цена остается прежней – 1000 рублей на одного пассажира. Как обычно? А повышение цен будет? Нет, пока нет. Если только когда лед пойдет, ну это затраты на бензин будут. Только. И все. К другим новостям компания «Алроса» сообщила о результатах продаж алмазного сырья и бриллиантов за 4 месяца 2018 года. Так, с января по апрель включительно продажи алмазно-бриллиантовой продукции «Алроса» в стоимостном выражении составили чуть больше 2 миллиардов долларов. В эти месяцы на мировых рынках наблюдался стабильно высокий спрос на алмазное сырье. В апреле торговля традиционно замедлилась в соответствии с сезонными факторами. Тем не менее, спрос и результаты продаж были достаточно хорошими для этого месяца, сказал зам генерального директора «Алроса» Юрий Акаемов. Егор Борисов встретился с жителями Амгинского района, пострадавшими от наводнения. Мы возвращаемся к этой главной теме выпуска. Глава подчеркнул, что никто не ожидал таких последствий от весеннего паводка. Руководитель республики сказал, что доставка лекарств, необходимых продуктов, питьевой воды и нефтепродуктов будет производиться в течение всего периода ЧС в районе. Кроме того, Борисов обещал обратиться к правительству республики с вопросом о возмещении ущерба. Все подробности у наших корреспондентов. Стихия наводнила 270 территорий в 4 населенных пунктах Амгинского района. 178 домов остаются в воде. Порядка 750 человек пришлось покинуть свои дома. Паводок этого года побил исторический максимум и достиг отметки в 1073 метра. Это выше критической почти на 1,5 метра. И утешительных прогнозов в ближайшие дни экстренные службы не дают. Ситуация будет оставаться сложной еще в течение 2-3 дней, потому что на Алдане как такового ледохода пока не наблюдается. Соответственно, он подпирает у нас Амгу, что замедляет спады уровня и вообще ледоход в
целом. Ну, Ситуация усложняется еще и тем, что место затора извилистое, а сами льдины размером с футбольные поля. На них сбросили уже порядка 2 тонн взрывчатки. Однако за одной порцией льда приходят другие. Об этом на встрече с населением сказал руководитель региона Егор Борисов, который 10 мая вылетел с Якутска в райцентр и провел облет территории. Они не уничтожаются, не ломятся, цельно лежат. Поэтому взрывают, лед уходит, второе поле приходит и опять ложится. Вот из-за этого у нас очень такой большой затор. Также он сообщил, что на реке Амга будет проведено еще 6 взрывов для устранения заторов, а весь ущерб от паводка в Амгинском районе будет посчитан. Жители беспокоят также отключение электричества. В результате провода уже ушли под воду. Вчера завалило я не знаю, как по энергетике треног большой, столб около трансформаторной будки. Все, света нету с позавчерашнего дня. Но несмотря на всю сложность ситуации, люди не теряют надежды. Более 60 мужчин вышли на субботник возводить дамбу. Необходимо защитить крупный спортивный объект – стадион, который строили к 7-м играм народов Якутии. 11 КАМАЗов, бульдозеры, погрузчики и грейдера. Сейчас будем готовить дамбу на протяжении 600 метров. У нас есть кули будем готовить. И, все мобилизацию в эту сторону все сделали, чтобы защитить те участки, которые могут попасть в дальнейшее потопление. С пострадавшими людьми работают сотрудники социальных служб. Проводятся подворовые обходы, доставляют чистую воду и еду. В 2 населенных пункта, село Балугур и Анёс, на вертолете доставили 2 тонны муки и тонну продуктов питания. Сейчас решаются вопросы по обеспечению ночлегов, бензином, налаживанию беспрерывной сотовой связи и подаче электричества. Сарглана Захарова, Тамара Сметанина, Михаил Юмшанов, Амга, Якутск. Республиканская общественная организация «Дети Якутии» сообщила о грядущем повышении тарифов за пребывание детей в частных детских садах. С 1 июня оплата может составить 10 тысяч рублей в месяц за одного ребенка. Это, очевидно, может серьезно усложнить материальную жизнь семей, особенно многодетных. Насколько правдивы появившиеся слухи? В теме разбиралась Саргалана Федорова. У некоторых в садик ходят по 2, а то и по 3 ребенка сразу. Повышение тарифа ощутимо ударит по семейному карману. У Ксении Кривобок сын ходит в частный садик «Белоснежка» с 1,5 лет. Это единственный детский сад в Якутске, в котором идет субсидирование с 1,5 лет. Родителям объявили о том, что будет повышение стоимости оплаты детского сада. То есть ранее мы платили по 6300, потому что было финансирование, субсидирование со стороны нашего управления города. Да? С каждым с праздником у нас и ярмарки различные проводятся, и выступления мы подготавливаем. Родители сами вкладывают это деньги, то есть никто не дополнительно финансирует. У детей полноценно идет развитие, они, естественно, общаются с сверстниками. Приходит логопед, занимается с детьми. Соответственно, мы бы хотели сохранить по возможности, чтобы нам выделили все-таки субсидию. Субсидирование частных детских садов решило проблему с нехваткой мест в муниципальных. За счет предпринимателей, работающих в сфере дошкольного образования, было создано почти 2500 мест. Но с ноября прошлого года выплаты субсидий прекратились. Теперь с 1 июня на коммерческую оплату услуг могут перейти 28 частных детских садов. В управлении образования объяснили, что для выплаты субсидий городской округ участвует в конкурсном отборе, проводимом Министерством образования Якутии. Результаты конкурса были подведены в конце февраля текущего года. Сейчас идет процедура оформления данных результатов. Субсидию никто не отменял, она есть, действует. Да? Сейчас мы подписываем соглашение с Министерством образования, и после поступления финансирования от Министерства образования будут произведены все необходимые выплаты. Процедура оформления может занять некоторое время. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Семен Семенов, Якутск. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй половине итогов дня. Выявить раньше, повысить шансы. Эпидемиологи Алданского района предлагают работодателям обязать сотрудников сдавать анализ на ВИЧ, особенно приезжих с других регионов. Спасибо за победу. Накануне с 9 мая повсеместно поздравляли творцов Великой Победы, ветеранов в Хандаге. Дома чествовали 92-летнюю Ирину Баженову. Она служила на Амуре. Мне бы в небо. В Якутске открыли парашютный сезон. Опытные и начинающие экстремалы совершили первые прыжки в этом году. Как готовились ребята и как прошло.
Достойная награда за историческое достижение. Создателям «Царь-птицы» вручили 3 миллиона рублей от имени города Якутска. Это «Якутия-24» в прямом эфире. Мы продолжаем выпуск «Итоги дня». Алданские эпидемиологи рекомендуют работодателям обязать своих сотрудников сдавать анализ на ВИЧ. Медики сообщают, что инфекция зачастую обнаруживается у рабочих, прибывающих в Якутию из других регионов на заработки. Многие вовсе не сдают этот необязательный анализ, и нередки случаи, когда вирус выявляют совершенно случайно и слишком поздно. Рассказывает Татьяна Вахнина из Алдана. При прохождении медосмотра для устройства на работу необходим анализ на ВИЧ, считают алданские эпидемиологи. Анализ не является обязательным, и включать его в медицинский документ имеют право только работодатели. Инфекция зачастую выявляется у рабочих, прибывающих из других регионов на сезонные заработки. Ситуация по ВИЧ в Алданском районе остается неблагополучной. В Якутской республике у нас 2136 человек. Алданский район занимает 5-е место. И у нас на данный момент 146 человек ВИЧ-инфицированных. 146 человек с диагнозом ВИЧ состоят на учете в Алданском центре СПИД в настоящее время. 2 года назад носителей инфекции было 119. Увеличивающиеся цифры эпидемиологи связывают в первую очередь с притоком рабочей силы и рекомендуют руководителям предприятий и организаций обязать своих сотрудников сдавать анализы. Чтобы мы планировали тех людей, которые прибыли с ВИЧ-инфекцией, мы их учитывали. И, разумеется, выявляли вновь прибывших, которые только первый раз заболели у нас, они выявились, потому что большое окно между ВИЧ-инфекцией и проявлением ее, чтобы наше население было, было защищено. Основным остается половой путь передачи инфекции. Вследствие неосторожности носителем вируса может стать каждый человек. К группам риска относятся как наркоманы и люди, неразборчивые в связях, так и молодежь. В организме вирус иммунодефицита выявляется только лабораторным путем. Анализ крови необходимо сдавать не реже 1 раза в год. Мы можем обследовать экспресс-анализом. То есть анализ достигает всего лишь 15-20 минут. Времени занимает. Это не очень много, даже в период нашей занятости. Да, можно сдать анонимно. Да, город маленький. Кого-то пугает вообще сам процесс прихода в Центр борьбы и профилактики со СПИД, чтобы сдать этот анализ. Не являющийся обязательным анализ многие не сдают вовсе и в отношении своего здоровья долгое время находятся в неведении. Между тем, при своевременном выявлении ВИЧ не приговор. Современные лекарства и терапия облегчают состояние и значительно продлевают жизнь. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Якутске на базе технопарка «Якутия» стартовало мероприятие «Преакселератор биотехнологических проектов». Цель – интенсивное развитие перспективных проектов в области биотехнологий и медицины через обучение, экспертную и финансовую поддержку. Это должно дать возможность якутским проектам конкурировать на российском и международном рынках. Анастасия Кобузева подробнее. На форуме представлены самые разные работы. От создания умных часов, которые помогут человеку вовремя принять лекарства, до проекта по выращиванию печеночной ткани в биоинкубаторе. Как все знают, то, что печень, она прекрасно регенерирует без чьей-либо чужой помощи. То есть организм сам справляется, компенсирует. Однако мы хотим еще попробовать сделать это в биоинкубаторе. Мы пока не знаем, как конкретно, почему печень может так успешно регенерировать сама себя, но мы собираемся это выяснить, используя биоинкубатор. Проект предназначен для восстановительных сил спортсменов, то есть он способствует выведению токсинов из организма, да, и тем самым ускоряет способности восстановительные организма спортсменов. 21 век – век технологий. Сейчас в Якутии активно развивают биотехнологическую отрасль. Для этого и была создана специальная площадка. Здесь молодежь, заинтересованная в биотехнологиях, может развивать и продвигать свои проекты. Мы проводим отличнейшее такое первое мероприятие в Якутии, посвященное биотехнологическому кластеру, посвященное медтехнологическому кластеру. Это очень тяжелая, очень трудная, трудоемкая такая область, которая в мире считается самой-самой прогрессивной. Наверное, люди знают, все знают, что уже все доказано, что вклад денег, например, мировых в медицину и биотехнологический кластер намного больше, чем в космос.
Организаторы конкурса убеждены, для создания нового биотехнологического продукта важны идея и команда. Кто знает, может, проекты, которые будут представлены на X-Bio, станут популярными во всем мире. Главное, интерес к этому направлению должен расти. Анастасия Кобызева, Владимир Павлов, Якутск. Мэр Якутска Айсен Николаев встретился с создателями фильма «Царь-птица». Как известно, якутская картина получила главный приз на 40-м Московском международном кинофестивале. В торжественной обстановке глава города от имени окружной администрации вручил авторам фильма сертификат на 3 миллиона рублей. Мэр сказал, что во всем мире сейчас дефицит идей, а у якутских творцов с этим проблем нет. Однако хорошим идеям всегда нужна государственная поддержка, добавил глава столицы. В свою очередь, режиссер Эдуард Новиков с этим согласился. И, как оказалось, именно нехватка инвестиций и денег в свое время не позволяла снять этот нашумевший фильм. Из-за бюджета так просто лежала. Она где-то 2 года, и в связи с участием в фестивале наш фильм закончился. И я, конечно, сам, как режиссер, сам заинтересован был, да, чтобы этот наш фильм побыстрее закончить. А тут еще мы взяли главный приз. Это же вообще здорово. Даже до сих пор не могу поверить даже. Накануне вся страна отметила главный праздник – День Победы. Мероприятия, шествия, возложение цветов, парады состоялись во всех регионах России. Самые массовые и масштабные акции прошли по традиции в Москве. Участие в них приняли и якутяне, живущие в столице страны. Передает наш корреспондент в Москве Татьяна Черемкина. Несмотря на то, что фронтовиков с каждым годом становится меньше и меньше, к акции присоединяется все больше людей. И это говорит о том, что память об ушедших героях не меркнет. В 15 часов колонна с транспарантами в 4-й раз отправилась в путь по Ленинградскому проспекту и Тверской. Якутяне традиционно с большой радостью принимают участие в шествии бессмертных фронтовиков. Мой дед Сафронов Дмитрий Дмитриевич был призван из Черепчинского района, воевал под Сталинградом. Погиб без вести. Будет очень знаменательно, если мы пройдем по Тверской в составе бессмертного полка вместе с моим дедом. С Днем Победы, с праздником великим! Шествие длилось 2 часа и завершилось на Красной площади. Участников сопровождала военная музыка, люди пели песни тех лет, обменивались георгиевскими ленточками, вспоминали своих родных. А мой дед Верховцев Дмитрий Михайлович ушел на войну вместе с 2 старшими братьями. Старшие братья не вернулись с войны. И вот мой дядя, он воевал, освобождал Белоруссию, Прибалтику. Как известно, первый бессмертный полк прошел в 2012 году в Томске, и именно после этого города стали присоединяться к акции. Сейчас в ней участвуют не только жители России. Это движение охватывает уже около 80 стран. Мой дед Томский Егор Михайлович ушел добровольцем, хотя имел бронь. Он работал председателем колхоза, погиб при форсировании Днепра на территории Украины в 1943 году. Сегодня мы его потомки. Правнучка Мария пронесет его портрет по Красной площади. Мы счастливы, что мы можем это сделать в его память. Бессмертный полк объединяет в своих рядах современников, разделяющих разные политические взгляды. Сюда входят представители многих национальностей. Люди во всем мире собираются, чтобы вспомнить своих родных. Из нашей семьи у отца и у матери было призвано на фронт по 4 человека. И, к сожалению, половина из них не вернулась с поля боя. Скажите, какие ощущения у вас вызывает вот эта акция «Бессмертный полк»? Гордость за предков, и мы хотим помнить их, и чтобы наши в следующем дети тоже помнили всех наших бабушек, прабабушек. Сегодня, конечно, удивительный день. Праздник грустный и радостный одновременно. Мы грустим, когда вспоминаем о гибели наших предков, но и радуемся свободной стране и мирному небу. После окончания войны прошло уже 73 года, но россияне помнят своих героев. И бессмертный полк – это сохранение памяти по отношению к уходящему военному поколению, по подвигам которого нас учили любить Родину и ценить мирное небо. Татьяна Черемкина, Олег Южилкин, Москва. Массовая народная акция «Бессмертный полк» прошла и в северной столице. Об этом традиционном шествии и о других новых проектах ко Дню Победы расскажет наш СОПКОР в Петербурге Айсена Бурнашова.
Большая-большая радость. Когда началась война, мне было 6 лет. Самолеты эти фашистские летели с черными такими крестами и бомбы швыряли на нас. Акция «Бессмертный полк» вновь объединила всех в один победный строй. Сегодня плечом к плечу прошлись и ветераны, и молодые ребята. Колонна полчан, держа в руках фотокарточки своих героев, прошла по Невскому проспекту до Дворцовой площади. И словно живые, наши защитники вновь были в строю. Держу портрет и с гордостью о нем бы говорила, если бы меня не душили вот такие, не переполняли чувства. Просто пропал без вести, сразу, как пошел на войну, он сразу пропал. Наш дедушка герой. Его зовут Григорьев Сергей Акимович, он воевал на многих фронтах, был в полковой разведке. Все его награды, вот мы его память чтим и храним. Чем дальше от нас уходят сражения Великой Отечественной войны, тем сильнее становится память. В честь Великой Победы якутянин Артем Евмененко совершил патриотический маршрут по 9 городам воинской славы. Проект называется «От городов-героев к городу Якутску». На мемориальной табличке установлена именная площадка, куда помещается символика каждого из городов-героев. Также я собираю и землю. В Санкт-Петербурге мне передали землю, в которой присутствует гильза, которая выстрелила во время Великой Отечественной войны и внесла свой вклад в Великую Победу. Проект стартовал 10 апреля. Началом акции послужил крымский город Керчь. Идея о создании такого маршрута появилась у молодого человека еще 2,5 года назад. И вот в 2018-м с помощью поддержки общественной организации «Город добра», администрации Якутска и СВФУ имени Амосова проект был реализован. Дальше табличка передается в администрацию города и помещается на почетном видном месте, доступном для граждан. Благодаря таким проектам память о воинах Великой Отечественной войны будет только крепнуть, а патриотизм только возрастать. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. С 9 мая повсеместно поздравляли творцов Великой Победы ветеранов. Например, в Хандаге Тампонского района поздравили 92-летнюю Ирину Баженову. В годы войны она служила в Амурской области. Ей было всего 18 лет, когда ее призвали. В день праздника к заслуженному ветерану в гости пришли учащиеся местной гимназии. Сюжет Марии Винокуровой. Одними из первых ее пришли поздравить учащиеся Тампонской гимназии. Перед встречей ребята прикрепили на стене дома, где проживает участник войны, памятную табличку. Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны. Каждый год Ирина Прокопьевна перед встречей с гимназистами волнуется и надевает свой лучший костюм с ярко начищенными медалями. В этом году учащиеся Тампонской гимназии, которые давно шефствуют над ней, решили устроить ей сюрприз и сделать праздничный ужин. Они принесли приготовленные своими руками домашние фирменные блюда. Мы живы и здоровы благодаря нашим дедушкам, бабушкам. Они воевали за нас. И поэтому мы просто обязаны поздравлять их каждый год. И не один раз в год, а всегда приходить на праздники, не забывать про них. Учащиеся младших классов прочитали виновнице торжества стихи, вручили треуголки, письмо солдату. Ирина Прокопьевна служила в Амурской области в войсках НКВД, охраняла мосты и железные дороги, через которые шли эшелоны с солдатами, боевой техникой. Служить в армию Ирину Прокопьевну забрали, как только ей исполнилось 18 лет. Ветеран осталась очень довольна праздничным ужином, который ей устроили выпускницы гимназии со своим организатором Ириной Шмыковой. Очень довольна. Я не ожидала так. Я маленько тоже тортик взяла, конфеток, печений. Думаю, чаем напою. Чем богата, тем и рада. Очень рада, что вы приехали. Безгранично рада. Спасибо вам за все. Такие встречи важны как для ветеранов, так и школьников. Первые нуждаются в каждодневном внимании, а для вторых это возможность прикоснуться к истории. Мария Винокурова, Хантыга, Тампонский район. В Якутске открыли парашютный сезон. Накануне опытные и начинающие экстремалы совершили первые прыжки в этом году. Как долго к этому готовились ребята и как все прошло? Репортаж Ланы Ильиной. Первое требование в парашютном спорте – это безопасность, поэтому все желающие совершить прыжок проходят серьезную подготовку. Заполняется анкета, ребята проходят теоретическую подготовку, наземную отработку элементов прыжка, и по достижению конца занятий принимается зачет и получаем допуск к выполнению парашютного прыжка. А вы будете тут кричать, да?
Обязательно. Сергей с утра Да что же вы творите? Сергей с утра кричит в окно: с праздником, с праздником. 5 парней и 3 девушек, среди них один перворазник, совершат сейчас прыжок с высоты 950 метров. 9 мая, в День Победы, они совершат главную победу в своей жизни, победят свой страх. Цель – приземлиться на заданную точку. В этот раз прыгали как опытные спортсмены, так и начинающие. Инстинкт самосохранения срабатывает всегда. Но какой бы по счету прыжок ни был, ребята все равно волнуются. Зато после приземления у всех настроение на высоте. Прыжок получился? Да, получился. Все как планировалось? Как все планировалось, а только меня толкнули чуть-чуть. Почему? А? Не знаю, у меня ноги не слушались. Все, прыжок нормальный прошел. Только я забыл вытащить запасной парашют. Ну вот он у меня сработал. Ну и все, в основном все как всегда. Я уже 3-й раз прыгаю. Наступает новый парашютный сезон. Спортсмены ждали его долгую зиму. Впереди целое лето и осень для занятий любимым видом спорта. Лана Ильина, Павел Пахомов, Якутск. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24 и будьте в курсе.